Мы в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Если человек каждое свое утро начинает с прогулки, вне зависимости от погоды, будь то пурга, снег, дождь, что угодно, значит, скорее всего, он счастливый обладатель собаки. Надо сказать, что собачников любят далеко не все окружающие люди. И причина зачастую кроется в том, что собаки любят на газонах оставлять всякие так себе приятные сюрпризы. А есть вот команда ребят, которая занимается и приучает людей, как делать это все культурно и заодно делать наш город чище. И отношение к собачникам, соответственно, лучше. А еще они расширяют список кафе, куда можно приходить с собаками. И, конечно же, могут дать полезные советы тем, кто хочет завести себе хвостатого друга. У нас в гостях создатели проекта Okidog. Это Игорь Паникарчик и Анна Тишкевич. Игорь Паникарчик окончил Минский лингвистический университет, заместитель директора по продажам в одной из IT-компаний. Анна Тишкевич также окончила Минский лингвистический, работает креативным директором. Получила более 50 наград на фестивалях рекламы. В 2015-м Игорь и Анна создали проект Okidog, чтобы улучшить жизнь собак, их хозяев и остальных горожан. Привет! Ну как вы до нас добрались? Как дела? Как настроение? Как проснулись? Все классно, очень хорошо. вопросов? Как настроение, как дела? Проснулись, почем доллар? Что, где байки брали? Байки. Не, все нормально. Спасибо, что пригласили. Очень круто. Проснулись, доехали, покушали, попили. Да, утром гречку. Я смотрю, вы втроем пришли. Как зовут Дружочка. дружочка? Или Да, подружка? полное официальное имя Макларен мое сокровище. Как? Макларен мое сокровище. Мое О. сокровище — это название питомника. А в узком кругу Макинтош. Расскажите о вашем проекте Okidog, с чего он начинался. В общем, начинался он 5 лет назад. В этом месяце будет 5 лет назад. В этом месяце юбилей. Поздравляю. Да. Да, спасибо. Короче, если сократить всю историю, то я работаю в IT, много путешествую и видел, как люди убирают за собачками. Там, в Европе, все с пакетиками, все красиво и аккуратно. А приезжаешь сюда, и тут, в общем, всем не важно. На подошву смотришь, и типа, Ой. а почему у нас не как в Европе? Да. Всех говорят, хочу жить как в Европе, но для того, чтобы жить как в Европе, хотят сваливать в Европу. В общем, я завел потом вот это чудо, не потом, до этого, ему уже 9 лет, а у него все-таки какули, как у нормального человека. Да. И когда они вот остаются, это было так вот некомфортно. Я такой, надо убирать. Я это начал делать, смотрю, никто не делает. И бац, с Аней у нас... Мы не помним, как мы познакомились. Короче, да, учились в Иньязе, бла-бла-бла. Большая И история. я вспомнил про Аню, мы собрались выпить пиво и сказали, давай вот такое сделаем, давай. И мы что-то начали крутить-мутить. Открыли... Потянули команду потом. Да, сейчас у нас 8 человек. Больше, Больше, получается. человек 10. Да, и мы начинали с установок табличек. Нас поддержала одна из модных строительных фирм, которые модные строят. Мы там у них устанавливали боксы, чтобы какули выбрасывать. Вот. В общем, потом пришел один из самых больших производителей кормов. Он сказал, круто, давайте вам помогать, давайте. И мы что-то начали развиваться. Сейчас у нас прям 4 направления, по-моему, чем мы занимаемся. 4 точно, да, может быть 5. Dog-friendly уроки. Уроки в школах мы проводим. Специальный кинолог, педагог приходит в школьные классы и детям рассказывает о том, как правильно общаться с собакой, ее понимать. Язык тела собаки, вот это все. Что еще? Dog-friendly кафе, уже большая сетка. Мы присваиваем статус То есть, если вы заведения. видели на кафешках, типа, с собакой можно, это вот наша движуха. Ага. То есть мы уговорили, разрешили, объяснили, что можно, типа, давай. Да, таблички наши, все продолжаем устанавливать. И расширились до установки специальных урн для отходов. Да, что можно было потихоньку выбрасывать. Вот как-то так. А сколько урн по Минску уже стоит? Не считали, но уже много. Мы уже, наверное, последние пару лет. Мы или даже практически 3 во года. всех парках стоят наши таблички. Причем, опять же, мы понимаем, что нельзя там в общественном месте выгуливать собак в парках. У нас официально. И поэтому у нас таблички говорят, типа, не нельзя, а типа, спасибо, что выбираете. Мы понимаем, что и так люди гуляют. Чувак, спасибо, что убираешь. Важный момент. Это наша не работа наша. То есть, поэтому после работы крутим-мутим. Собственная инициатива, Да, которая уже да. 35 лет. Да. Ладно. Молодцы, круто. Ань, слушай, насколько я знаю, ты вообще кошатница. Как Да. так получилось, что ты вступила в собачий клуб? Да. У меня 2 кота. То есть я люблю, в принципе, животных люблю. И еще больше люблю что-то менять. Своими руками делать, не на словах, а брать и делать, собственно...
Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях создатели проекта «Оки-Дог», люди, которые выступают за культурное содержание собак, Игорь Паникарчик и Анна Тишкевич. Приветики! Приветики! Давно не виделись. Все, товарищ просто здесь полежит. А расскажите, пожалуйста, более подробно. Вот вы договариваетесь с заведениями, чтобы они пускались с собаками. Насколько это сложно и сколько заведений Уже пошло вам согласилась. навстречу? Вообще уже не сложно, они сами к нам приходят. Вот. Но изначально, мы нашли парочку заведений. В принципе, они и так есть, такие заведения, и просто какие-то их завсегдатые знают и ходят к ним вместе с питомцами. Вот. Но потом, когда мы начали уже как-то расширяться, развиваться, пошло так называемое сарафанное радио про нас. Вот. К нам теперь уже просто в очереди, в принципе, У нас на сайте заведения есть, стоят. заявка, то есть любое кафе может просто оставить заявку, типа «хочу», и тут ему присылают, что, наклейку. Стикер, да. То есть раз в месяц мы физически приезжаем, мы привозим поилку, корм, в общем, ништяки, которые кафешка у себя останавливает, и когда к ним приходят, они могут там угостить вкусняшками, либо напоить водой. А расскажите вообще, вот как влияет появление собаки в доме, вот к чему должны быть готовы люди, которые планируют там, купить щенка. Некоторые так легкомысленно к этому подходят, а потом не знают, куда деть эту бедную собаку. И, На диван. расскажите, нашим телезрителям, к чему нужно готовиться, что нужно учесть. Например, если уже переходить на другую нашу активность, уроки, для меня это самое, наверное, мое любимое занятие и наше направление, потому что это такой стратегический задел на будущее. Мы детям объясняем, что такое собака и чего это стоит, собственно, и объясняем, что это большая ответственность. То есть как-то вот пытаемся донести всю серьезность присутствия собаки в доме и в твоей жизни, и что это не просто игрушка, животное, а такое просто существо рядом с тобой, с которым нужно общаться, на котором нужно ухаживать, нести ответственность. Вот. А какие основные команды должна знать городская собака? Не только ж сидеть, лежать. Больше должно быть. Нет. Кстати, на самом деле, собака по развитию, максимум это 5-летний ребенок. То есть, по большому счету, у меня 2 детей, то есть, по сути, это еще 3-й. То есть, за ним также нужно ухаживать, как и за ребенком. По командам, есть набор команд, которые просто позволяют ко мне, если он там гуляет, он подойдет ко мне. То есть, я могу его контролировать. Поэтому, когда берешь собаку, действительно важно, чтобы ты его сначала научил. Потому что по итогу получается картинка, где собака тащит, и вообще ни черта не получается. Слушайте, мы так будем долго. Мак там что-то вздремнул, заскучал. Давайте его поэксплуатируем. Давайте. Покажете Вы покажете. какие-то команды. Если вообще, это... Ой, так Это товарищу 9 лет. Мак, кушай, извини, пожалуйста. Боже мой, разбудили собачку. Так, ладно, что? сейчас Опять- покажем. Опять в первую смену. Макарыч, сидеть. Хорошо, сидеть. Лежать. Хорошо. О, нет, не спать. Мак, сидеть. Хорошо. Ко мне. Давай. Вставай. Товарищ, видите, он обходит меня. Давай. Эй, до конца уже. Такой обходи. сон снился. Так, хорошо, дёрный. рядом. Сейчас он будет... Рядом, давай. Сейчас он должен будет остановиться каждый раз, когда я останавливаюсь. Давай, О. пошли. М. Мак. Давай. Пошли. Так. Хорошо, сидеть. Молодец. Короче, он уже Зайка все должен был Да, сделать, зайка. да? Ладно. Не, молодец. всё, и так. Все круто. Лежать. Хорошо. Вот. Собственно говоря, да, такие вот ленивые штуки может делать. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня к нам в гости пришли создатели проекта «Оки-Дог», люди, которые выступают за культурное содержание собак, Игорь Паникарчик и Анна Тишкевич. Привет! Что ж, мы для всех наших гостей готовим небольшие задания, интерактивы. Да, и для вас тоже подготовили. Итак, наша игра называется «ЦТ по собаковедению». Готовы? Так, Мы будем хорошо. задавать вопросы о собаках, а вы, соответственно, отвечаете. Итак, дог по кличке Джорджи попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему огромному росту. Какого роста был пес на своем пике? Вариант А. 2 метра 67 сантиметров. Ответ Б. 1 метр 75 сантиметров. И В. 2 метра 13 сантиметров. 1,57. Б.
Вариант Может быть, он Б. такой здоровый, ты чё? Б, 1,75. Да. Это ваш окончательный ответ. Ты смотри какой. 1,75. Ну сколько? Не знаю, мне Не, кажется, мать, 1,75. 1,75. Ты чё? 1,75. Да, не может быть 2. Итак, правильный ответ. Барабанная выше дробь. человека? Он выше Игоря, да? 2 метра 13 сантиметров. Да. Так как? Он что, в стойке, что ли, или как? Ну, в стойке, наверное. Зайку делал, наверное. Хотя он и сидит как-то. Итак, второй. Чихуахуа Милли стала самой маленькой собачкой на планете. Какого роста смогла достичь Милли антигигант? 4 сантиметра, 7 сантиметров или 9 сантиметров? 9, мне кажется. Ну, какого-то. Не, ну вы что, шутите? Ну, пускай по максимуму. Сколько там? Вот по так. Максимально 9? 9 пускай будет. Ну, Вы чё? уверены? Блин, ну вы что? Это окончательный ответ. А Видимо, как у меня неправильно, хомячок неправильно. 5 сантиметров. Сколько у меня? Не, да у меня хомячок 10 Ладно, сантиметров. 7, да? 7. Выбираете 7. Я бы, ладно, короче, Ну, давайте она 7, я бы... толще, чем камень рядом. Вы можете Я думаю, различаться 7. по Хорошо, мнению. я- Короче, я за девятку. За А, 9? семерка. Ты за 7. И правильный ответ 9. Мгм. Я просто понимаю собак. Да, да. Если бы это был кот. Если это был кот. Все, поехали дальше. Ожирение – актуальная проблема не только среди людей. Собакам тоже свойственен избыточный вес. Бордер-колли по кличке Кейси из Англии попала в книгу рекордов Гиннесса. Показатель ее веса превышает норму породы в 4 раза. Какой вес был у Кейси? А вариант 58 килограмм, Б вариант 62 килограмма и 1356 килограмм. Кто-то вот так пошутил. Да. 58, 62 и тонна 1000. 356. Не, ну тонну вряд ли. 60 мало. Вот этот 40 весит. А посмотри на того человека. Ну, как Блин. человек в целом. Ну, 62. Ну ладно, пускай 62, да. Но там больше будет. Как будто голову кто-то... Кажется, что больше, чем 62? Да. Кажется, что Но тонна на самом деле. 1356 многовато, да? Да, да. Короче, ну ладно, пускай будет 60. Та-та-та-та-та-та-та. правильный ответ 58. Что? Ну, 4 килограмма Ну туда-сюда. ладно, что это. туда-сюда. Ну, это- Дальше. Гюнтер, так зовут самую дорогую собаку в мире. Немецкая овчарка унаследовала целое состояние после смерти своей хозяйки. Женщина очень любила своего четвероногого друга. Опа, состояние, наследство. И завещала ему именно столько денег. А сколько? 300 миллионов евро, 300 миллионов долларов, 300 тонн корма для собак для перепродажи. Ща, Мне последний больше всего нравится. ща. Так, пускай евро, если немецкая собака. Да, правильно? 300 миллионов евро, 300 миллионов долларов или 300 тонн корма. Евро, да, хорошо. Короче, да, 300 миллионов евро. Та-та-та-та-та. Доллара! Ща. Да. На конвертации наверное, евро сэкономила. упал. тогда. Евро упал тогда, наверное. Итак, последний вопросик. Австралийская овчарка, которую зовут Сладкий Пирожок, завоевала сразу 2 награды, по мнению составителей книги рекордов Гиннесса. Собака умеет балансировать со стаканом воды на голове. При этом Сладкий Пирожок не проливает ни капли. Запись в книге зафиксировала подъем собаки по 10 ступенькам со стаканом, наполненным жидкостью. Еще один рекорд заключается в том, что Сладкий Пирожок пробежал 100 метров за 2 минуты. При этом на голове овчарки было... Что именно там было? Вариант А – консервная банка, вариант Б – полицейская мигалка, вариант В – прическа-полубокс. Я бы полубокс выбрала. Так, ну баночка. Прическу консервов. или вариант? Не, мигалка. Вариант Давайте полубокс. мигалку, чтобы веселее было. Ну, то есть, ты бежишь. Мне и- кажется, гудок. Да, гудок. Мигалка. Пускай будет мигалка, пускай Да. будет мигалка. Да-да-да-да-да-да-да. А это была консервная банка. Ну, Но ладно. в принципе, все равно вы большинство вопросов ответили, Да. вы молодцы. Молодцы, похлопаем вам! Спасибо. Класс. И Мах такой вообще. Но мы поступили в собаководческий факультет. Ну, конечно. Да. Все, вы в любом случае поступили. Благодаря вам наш город чище. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях создатели проекта «Оки-Дог» Игорь Паникарчик и Анна Тишкевич. Привет! Алло. А вообще реально самому выдрессировать собаку, либо нужно уже к специалисту, к кинологу обращаться? И прям, Мгм. Ну вот наши онлайн-курсы по дрессировке рассчитаны как раз на самостоятельную дрессировку, ну, вот такую комплексную, потому что сами курсы разработаны совместно с профессиональным кинологом, и, ну, то есть просто бери и делай. Ну, другой вопрос, что этим нужно заниматься, это как бы не Короче, время. так, что, Это да, всё не так, что время. посмотрел, раз сделал что-то и пошел дальше. Это нужно, как с ребенком фактически, я думаю. А какие плюсы в том, что в доме появилась собака?
Самый большой плюс Опа. это то, что я гуляю. Привет, дружище. И я много гуляю на свежем воздухе благодаря ему. Я посчитал, что за 9 лет около 6500 раз я на улице побывал. В чем плюс? Это даже психологическое здоровье. Ты уходишь там, грубо говоря, от каких-то своих забот, еще чего-то, там, от малых, от жены, и пошел погулял, перезарядился. Это тоже очень круто. Дальше в семье у меня дети двое. Вот с ним жмякаться, это, то есть это то еще развлечение. Плюс он на них кричит, когда они злятся. То есть это даже для нас такой notification, что надо пойти разнимать. То есть он на них лает, когда они бьются. Ну и плюс это действительно это комок счастья, на который можно увалиться. А если тебе, например... Он иногда ловит, когда тебе там гадко или еще что-нибудь, ты валяешься на диване, придет, тебе ляжет, и там почешешь его, уже хорошо становится. Короче, это такая наша местная квартирная дурашка, которую мы очень сильно любим. Вот. Ну, и не знаю, как-то уже не представляем свою жизнь без него. А еще скажите, пожалуйста, топ-5 советов для тех, кто хочет завести себе собаку. Очень важно смотреть, какие собаки, насколько они активные. Потому что если ты пассивный, а собака постоянно хочет носиться, то, скажем, у вас будет диссонанс, потом будешь обижаться на собаку. Короче, она должна быть на тебя похожа по психотипу. Наверное, там. по устою жизни твоей. Давайте как-то так, один есть, так, тезисно, так, дальше. Так, денежки. Потому что это очень такая, скажем, не капец какая дорогая тема, но еда. То есть если ты два варианта. Либо ты готовишь, но это твое время, это долго, либо ты покупаешь. А сухой корм, ни разу не дешевый теперь. А у него выходит в месяц вот такая пачка огромная. Вот. Если вдруг что-то случается, ветеринар тоже сейчас не очень дешевый. Вот. Плюс прививки надо постоянно делать. Клещи. Клещи, да. Вот. В общем, постричь этого красавчика стоит тоже ни разу не Всё, дешево. расходник, как в машине, денежки. Да, Второе записали, третье давайте. То есть дрессировка. Это мы говорили, не говорили? Воспитание. Это обязательно Ну, это нужно совет. понимать, Это что да, отдельно. нужно А это Третье. тоже деньги. Это тоже очень много денег. Это Второе как английское. связано с третьим. Да, это как- Четвертое. наверное, да. Понимать, что это теперь член семьи. То Да. есть, и он не на месяц, Да. а на 15 лет. Ну, вообще, наверное, жизнь меняет. То есть нужно будет свою жизнь поменять Да. под распорядок О, да, дня я теперь после собаки. работы, ты не можешь пойти в бар, потому нужно что идти домой. человек не выдержит. То есть Да, надо да, ехать да. домой. Ну, что в размер принципе, квартиры, где ты живешь, вот это тоже влияет на породу. Ну да, ты которую- прикинь, если вы там вдвоем в однушке живете и Да. возьмете дога, как бы, то Ну, или как-то даже вот ретривера. грустновато будет. Я наверное, думаю, важно. пятое это, чтобы люди, которые хотят завести собаку, взяли все те 4 пункта и хорошо их переварили в голове, и тогда уже приняли решение, готовы они изменить свою жизнь полностью или нет. Ну да, Вот так. Спасибо большое, что пришли к нам, но мы не можем вас просто так отпустить без сладкого сюрприза от нашего партнера фабрики «Спартак». Класс, спасибо. Продукция фабрики «Спартак» дарит радость и вдохновение. Уверена, вкус конфет из этого подарочного набора вас порадует. Спасибо. Спасибо. Спасибо Мои большое. мамы любимые конфеты. И, пожалуйста, дружочку. Всё. Одну Им хотя бы. нельзя За- шоколад. Ну, хоть понюхаешь. В гостях у нас были создатели проекта «Оки-дог» Игорь Паникарчик и Анна Тишкевич.